Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 27 ноября. Завтра на выставке-форуме России на ВДНХ свои двери распахнет экспозиция Минздрава Чувашии. В ближайшие 3 недели посетители смогут провести время не только интересно, но и полезно. Министерство здравоохранения подготовило множество необычных интерактивов. Первой удивлять гостей будет Республиканская офтальмологическая больница. Она представит самые передовые технологии диагностики заболеваний глаз у детей. Юные посетители смогут безболезненно пройти скрининг бесконтактным способом, принять участие в профилактических играх «Зарядка для глаз». Кроме того, специалисты проведут консультации и расскажут о возможностях лечения. За участие в активностях детям будут вручать памятку-раскраску, фирменные карандаши и брелок-светоотражатель. Также среди посетителей разыграют сертификаты на услуги в больнице, на бесплатную лазерную коррекцию зрения и блефаропластику. С 5 декабря свою экспозицию развернет Республиканская стоматологическая больница. Ежедневно медучреждение будет разыгрывать сертификат на 60 тысяч рублей. Победители смогут потратить их на лечение зубов, протезирование, ортодонтию. А с 12 декабря на площадку заступит Институт усовершенствования врачей и санаторий «Надежда». В селе Янтиково благодаря гранту главы региона появится фермерский рынок. Новая площадка для торговли сельхозпродукцией строится в 2 этапа. Первый уже завершен. На сегодняшний день проведены работы по благоустройству территории и строительству автопарковки на общую сумму более 1 миллиона рублей. По второму этапу заключен муниципальный контракт на поставку торговых рядов и входной группы на сумму свыше 3 миллионов рублей. Общая площадь благоустраиваемой территории составит 1017 квадратных метров. Как отмечает в муниципалитете, объект будет выполнен в таком же стиле, как недавно открытые мини-рынки в Чебоксарах и Новочебоксарске. По контракту подрядчик должен завершить работы до 10 декабря. Сельхозпремудростям научат с малых лет. В Батыревском детском саду «Сказка» открылась агролаборатория для воспитанников. Малыши уже вовсю экспериментируют, выращивая растения. И даже могут удивить своими познаниями министра сельского хозяйства. Оборудовать агролабораторию здесь помогли сельхозорганизации Батыревского округа. Так в детском саду появились современные микроскопы, лупы, пробирки и колбы для экспериментов, горшки и катки для посадки, стойки с фитолампами. Малыши уже научились выращивать мигрозелень. Ее можно и просто так есть, и добавлять в салаты и другие блюда. Ребята всерьез увлеклись процессом. Сами сажают, поливают, пропалывают. Им интересно наблюдать за тем, как из семечка, посаженного в землю, появляется росток, наливается соком, отращивает листочки. Даже глубоко осенью тут растет картофель. А еще в лаборатории сажают лекарственные растения и даже осваивают экзотику. Недавно юные ботаники занялись выращиванием саженцев редкого краснолистного дуба. Когда всходы укрепятся, их высадят возле здания садика. Воспитатели уверяют, агрозанятиями проникли все воспитанники дошкольного учреждения. Ребятам очень интересно. Ребята приходят в агролабораторию, ухаживают за ними, сами сеют. Даже мы посадили недавно авокадо посадили, манго посадили. Теперь ждем всходы. Также у нас здесь растет лимон, инжир листопадный. Гранат у нас скоро расцветет и появятся плоды. Ананас растет. Сегодня отмечается День слушания музыки вечернего города. Отличный повод для того, чтобы отправиться на прогулку и насладиться симфонией городских улиц. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».